хлопзеква. Ефира чихопа информация дыратара амшекшара атыжим тачеда. Адуней хатурыха чазиграста ишара цураз хайбашра елгишти хынюжизейшук сацует ариамша агарачы хапсынра алагалара цоп. Айбашра ялахунвине жужуху нызквиканери ханым харрат пыша замадзамаза чар хатып хацвакиналацана абсадгил ахчара юагылит. Зуйны хинхазги махчала афронт хазлаху рызивха усырван. Айбашра читахид жибижнызки хушвик абснытби ава абсыра уртрахт фнызквик хинарзынапшва абсва. Вежи виджавика совети идгыла афырхаца ахц харак япсахит хюк ирана шопа совети идгыла аррат хамта ахцепша аведзаракорых паге. Атула ахада Аслан Бжения хаджинш тула пибашра дудза чигаза яйра амша пснужлар ириди нухлит. Май жиба тула чигинхо дарбанызалак изы ипшоу нухлб. Ари хатурых возхязар пшварыцхуб. Ханюжи зейшук сарабхя а совет хунткарра дочинхо за миладко зигепсадгил ахчара игылит. Хатырызко ветеранца шара афырхацара ядхалова турых туша корчахуб. Хараяхя яхгвала харшвитай баш Адберджан пихнымхыз хатырк сарала хархцажуит ихнхны атынч пстазара аргылара яхтакхаз анхызиг хайдна кылуит ай хабырат бипара яхзаргаз аяйра яха хдоха аргойт ифзигас шуйдак бабзира атацара тышин палара атынчраха азгатуб аднхоларачам Аяйра ду амшныха ахатфыра зах республика Джахиичкан аныха ахва хидырыма солдаты бака амцан хаш щецра почтарцит абснахада Аслан Бжения уи ихаты пой бадра гунба апыза министр Александр Анкваб абсныиху урыстула ацхаражхой Михаил Шургалин абсныиху ахыцу абстула ацхаражхой Олег Босыев Приднестровье пи Молдавия пи республика абсны пи хатарна Гарри Купалба ахва акалаке хада Беслан Эшба а депутатша Гарва Ашкол Хучка. А жебжат слцоит Амразарандепха. Аяйра хынижи зейшукса хыцра язгыз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа ирылагаанӡа ашьыжь идырма асолдаҭ ибаҟаҿаԥхьа иаркын иҿымцәаауа амца. Иара Москвантәи агәаларшәара амца акциа аҳәаақәа ирҭагӡаны Аԥсныҟа иааган. Ма ижәба аҽны зегьы еидныҳәалоит. Еиҵагылоу аҿар ҳаҭынч ԥсҭазаара рзеиӷьаршьоит. Ԥшьынижәа шықәса иагӡам аиаира амш ҽааныԥшӡала анцәа шәнишьҭаат шәыдныҳәалазаат. Ажәлар иқәынхо еибашьранцәа аумӡан. Зегь шәгәыхьтәқәа анцәа шәырхеигӡаат. Поколение цыԥхьа акакар хьымӡар ҟалаӡом рызегьы рхыргахьеит. Аҿар изызҳауа аҭынч ԥсҭазаара иахаанхаат. Аныҳәахь иааиз ахәыҷқәа ракәзар Аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡа атәы аҭоурых аҟынтәи ауп ишырдыруа. Аиааира амш дара ишеилыркаауа ҳзеиҭарҳәоит. Ҳаибашьра темала ҳашәақәа ҳзырҳәоит. Сегодня какой праздник? День Победы. Война закончилась в 45-м. Желаю всем здоровья, победы. Желаю всем счастья, здоровья и поздравляю с праздником. Аиааира хынҩажәи зеиҩшықәса ахыҵра иазкыз аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа ахацыркны Аҟәаԥшь аҳәаҿы игылоу идырма асолдаҭ ибаҟа амца анашьҭқәа рышьҭаҵарала. Уи алахәын Аԥсны ахада Аслан Бжения, ихаҭыԥуаҩ Бадра Гунба, аԥыза министр Александр Анкваб, Аԥсны иҟоу Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩ Михаил Шургалин, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа рнапхгаҩцәа ауаажәларра. Ваушпахаразвара лаҿанаҵыхтәантәи ԥырӷушәабалара иццышәаӡамҩа аҳаныс ҳазхәыцуа ҳәеиԥш ишҳалшоз иааскьаҳгон ари амш абри аиааирамш луфҩыла еиларгуп ари аныҳа зашлара иатәуп ари
Апсара да джиратон, ласфейш хамца ладут закон. Ехей вахей, яскон уяй башрамш, ишал шоз яскя гонарьямш, абрияй рамш, волфюла и вардуб, Ариана га, зашла я тут, Арианурга, лагерсурга лайту. Аԥснынтәи Аџьынџьтәылатәи еибашьра-ду ӡаан афронт ахь ицеит ҩынҩажәи жәохә нызқьҩык инареиҳаны, урҭ рахь ҩыбжь нызқьҩык инарзынаԥшуа изымхынҳәит. Аныҳәатә митингаҿ иазгәаҭан аиааира аагара аҟны аибашьцәа зегьы рлагалеи, рфырхаҵареи, ргәымшәареи ахәашьара шыуадаҩу. Отрицание истории, попытки ее переписать приводят к большим трагедиям. Мы не можем позволить себе беспамятства, потому что это лишит нас достойного будущего. Эта память нам крайне важна. Только потому перенявшее ген освободителей современное поколение наших соотечественников в 1992 году приняло новый вызов судьбы и, следуя героическому примеру своих предков, победило грузинских агрессоров в Отечественной войне народа Абхазии. И именно поэтому наши современники плечом к плечу сегодня сражаются против неонацизма на Украине. Дорогие наши ветераны, всегда с почитанием помня о героях-освободителях, не вернувшихся с войны, мы глубоко благодарны вам, не просто выжившим, но выстоявшим и победившим. 9 мая – святая дата для наших народов. Ведь в Абхазии, как и в России, в каждой семье памятны свои герои, участники той страшной войны. Мы признательны абхазской стороне за то, что в вашей республике с должным вниманием относятся к памяти павших и ветеранов, чтут их заслуги, помнят, уважают и оберегают установленные памятники, места захоронения и иные связанные с войной даты и события. Сегодня мы вспоминаем наших ветеранов, наших родителей, наших бабушек и дедушек, которые пожертвовали очень многим в той войне. Наша сегодня привычная нам мирная жизнь – это их прямая заслуга. Низкий им поклон. Еуэпшим, акалайккордж, аԥсуаа рхала рҟны фырхаҵарыла еибашьуан, ирацәаҩны хабарда ибжьаӡит, убри ушьҭа амлароуп уаҳа. Иахьа Аԥсны иқәынхо, убри бзианы ирдыруеит, ҳаргьы аибашьра ҳхаҳгеит ақырҭқәеи ҳареи ҳанеибашьуаз, убри ахәыҷқәа ирдыруеит изызҳауа ашколқәа ршәҟәыла аҭоурых аҿы иаанхеит, убыс ҭоурыхла иаанхароуп, иахьа Урыстәыла акәша-мыкәша аибашьра ицо, убрагь ҳашьцәа, ҳҩызцәа рывагыланы аибашьра иаҿуп ҳабдуцәа ишаҟарҵоз еиԥш. Ишәыдысныҳәало ҽазнык аиааира дуӡӡа иаҳгаз Аџьынџьтәыла еибашьраҿы. День Великой Победы навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. Это праздник, объединяющий все поколения наших граждан, праздник, который занимает особое место в наших сердцах. В памяти потомков навсегда останется пример самоотверженного и беззаветного служения Родине ветеранов Великой Отечественной войны. Память об этом дне должна сохраниться в наших сердцах. Пусть честь и свобода, пронесенные сквозь года, всегда напоминают о мужестве и героизме наших предков. Мы ценим свою историю. Аиааира ду амш азгәазҭо ажәларқәа зегьы ирыдиныҳәалеит Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа. Знамя победы над Рейхстагом водрузил уроженец Абхазии Мигдон Валанович Кантария. Этот праздник, связанная с ним история, передается из поколения в поколение. Сегодня мы испытываем время, когда мы должны быть вместе. Мы рассчитываем, верим в то, что у нас будет общая победа в специальной военной операции, которая проводится на территории Украины. Победа народов России и многонационального народа Абхазии. Всех поздравляю с праздником. Всем желаю успехов и добра. Ма ижәба аҽны ҳаҳҭны қалақь аҿы аныҳәа иалахәыз асасцәа ҳаргәалаҟазаара бзиан. Я из Башкирии. Я приехала отдохнуть и отметить праздник и увидеть море.
Я очень рада и довольна. Поздравляю всех с праздником, доброго здоровья всем фронтовикам, всем ихним родственникам, всем поколениям. Солнце. То есть природа сама говорит о том, что должно быть солнце, мир и любовь. Это самое главное. И это главный праздник, который мы сейчас отмечаем. Приехали парад посмотреть. Настроение хорошее, погода хорошая. Всех поздравляю. Праздник со слезами на глазах, как говорится. Амра Зарандепха, Заур Кварчия, Сергей Каджая, Аԥсуа телехәаԥшра. Аԥсны жәлар реизара ахьӡала апарламент аиҳабы Лаша Ашәба Аԥсны жәлар аиааира амш рыдиныҳәалеит. Асовет уаа аџьамыӷәа зхызгаз аибашьраҟны, атыл аҟны, апартизантә отрядқәа рҟны хынҩажәи зеиԥшықәса раԥхьа аӷа ԥыххаа дықәырҵеит. Акыр иаԥсоу аветеранцәа ҳхырхәоит шәгәымшәареи иаашәырԥшыз ахачҳареи рҿаԥхьа. Ҳаҭыр зқәу ҳауаажәлар аиааира ду ахыԥша шәыцзааит есқьынгьы ҳәа азгәаҭоуп адныҳәалараҿы. Традициала ишаԥу еиԥш аиааира дуӡӡа хынҩажәи зеиԥшықәса ахыҵра амш аҽны идырым асолдат ибаҟа аҿаԥхьа имҩаԥган ар рпарад. Уи амҩаԥысшьа Даур Инаԥшьба ианҵамҭаҿы. Аԥсны ҳныҟалақь Аҟәа амшын ахықәан идырым асолдат ибаҟа дыргылеижьҭеи есышықәса амш ныҳәа аҽны араҟа аветеранцәа ирыдныҳәалоит. Убас иҟарҵеит иахьагьы. Аветеранцәа рныҳәа хыркәшахеит амш агәаны ар рпарад ала. Ар-парад команда ҟаҵаҩыс-даман Аԥснытәылахьчара министр актәи ихаҭыԥуаҩ Беслан Ҭыџьба. Сынтәа апарад иалахәын Аԥснытәылахьчара аминистрреи Урыстәылатәи абыжьбатәи ар-рбазеи Урыстәылатәи аҳәааахьчаҩцәеи аҳәынҭқарратә ахьчаратә маҵзуреи ргәыԥқәа. Иааидкылан аныҳәа иалахәыз рҿаԥхьа шьаҿеиқәшәала ииасуан фышьи ҩынҩажәи жәаҩык аруаа. Равняйсь! Смирно! Равнение на середину! Товарищ министр обороны Республики Абхазия, войска Сухумского гарнизона для парада в ознаменовании 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построен командующий парадом генерал-полковник Слишков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ министр обороны! Поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Отечественной войны! Ура! 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 Вольно! Вольно! Заместитель министра обороны Республики Абхазия, генерал-лейтенант Лизбер Поцхороглы. Комендантская рота Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия. Находит второй отдельный мотострелковый батальон. Возглавляет пешую колонну майор Дмитрий Ахалая. Проходит артиллерийская группа. Проходит Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Аныҳәатә парадан хыркәшаха анаҩс Аԥсны ахада арбџьармчқәа ркоманда ҟаҵаҩ-хада Аслан Бжьаниа апарад иалахәыз агәыԥқәа ркоманда ҟаҵаҩцәа аиааира амш ныҳәа рыдиныҳәалеит. Командир артиллерийской группы подполковник Матов. Помощник начальника пограничного управления подполковнику. Лаҵарамза жәба рҽны идырым асолдат ибаҟа зааигәара амшьамбақәа ргылан аветеранцәа рзы еиҿкаан шьыбжьхьафара. Даур Инаԥшьба, Рамо Камикиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Афырхаҵа ихьӡ еиднакыло ауаҩ аҭынхеи рымацара ракәӡам, уи ижәлар зегьы еиднакылоит. Аиааира дуӡӡа амш азы Аԥсны даныргәаламшәо ыҟаӡам аԥырҩы Қьаазым Агрба. Сынтәа лаҵарамза жәба рзы Аҟәа идырым асолдат ибаҟа азааигәара иаадыртит Аџьынџьтәылатәи еибашьра дуӡӡа ветеран ибаҟа. Қьаазым Агрба иҭоурых Гугуца Авердан-ԥҳа ланҵамҭаҿы. Здравствуйте, дорогие родители! Шлю свой горячий фронтовой привет. Спешу узнать, каково ваше здоровье,
как живут все наши родственники. Я жив и здоров. Воюю с врагом неплохо. Не беспокойтесь обо мне. Это строчки из письма советского летчика Кязыма Агарба родителям. На протяжении долгих лет имя героя объединяет не только родных и близких, но всю его родину – Абхазию. Ни одна годовщина празднования победы в Великой Отечественной войне не проходит без упоминания об его бессмертных подвигах. Теперь его имя увековечено не только в народной памяти, но и в граните. Советский летчик-штурмовик, повторивший бессмертный подвиг Гастелло, защитник дома Павлова Кязым Агарба. Сегодня, к 79-й годовщине Победы, здесь, у мемориалов неизвестному солдату и советским летчикам-герою, открыт памятник. Это было большой мечтой семьи, однако открытие мемориала – большое событие не только для родственников, но и всей страны. Кязым Агарба, дедушкин родной брат, мой дедушка Назым Агарба. Вообще у них легендарная семья. Кямын, Назым, Родион, Георгий. Они все для нас герои, потому что прошли этот нелегкий путь. Мы очень надеемся, что мы достойно несем их память. В честь него назван мой родной брат Кязым. Это была мечта моего дедушки. Отец мой, Роберт Агарба, воплотил эту мечту в реальность, назвав сына Кязымом. И это была мечта увековечить его имя, моего отца. И вообще всей нашей родни участвовала вся родня. Но идея была моего брата Кязыма. Вы знаете, мне очень тяжело говорить. Спасибо огромное всем. Яхзазр мотача яхабризиги дгыланы ирылшит абри памятник артра ата черзухари дара крцаско усуп. В нашей семье это легенда. Мы очень гордимся им. Я лично рассказываю своим внукам. Я хочу, чтобы они очень волнительно. Я хочу, чтобы они помнили, как помнили мы. Мы его не знали, но мы его любим, помним и благодарим за его подвиг. Почтить память отважного летчика пришло руководство страны, члены правительства, депутаты, общественность. Его имя носит школа в селе Джирхуа, выходцем из которого он является. Рожденный летать, абхазский Гастелло, бессмертный воин, командир эскадрильи, верный сын Апсны. Такими заголовками пестрили статьи советских газет, посвященных Кязыму Агарба. Кязым Агарба был призван в ряды советской армии в 1937 году. После окончания Энгельской школы в Саратовской области его зачислили в состав прославленных штурмовиков Ил-2. В это время ожесточенные бои шли на всех фронтах – в воздухе, на суше и на море. В январе 1942-го советские штурмовики наносили сокрушительные удары по попавшим в окружение частям гитлеровской армии в районе Демянска. Для снабжения своих частей немецкие захватчики перебрасывали туда живую силу, боеприпасы и продовольствие. Командованием советских войск была поставлена задача ликвидировать воздушный мост противника. Вылетев на очередное задание, летчик Агарба штурмовал попавших в котел врагов и, возвращаясь, заметил в воздухе 3 фашистских транспортных самолета. Несмотря на превосходство противника, в одиночку ринулся на самолет врага и с первой же атаки сбил его. Объятый пламенем противник рухнул, но Кязыму Агарба было мало. Он стал преследовать второй самолет, который тоже сбил. За этот подвиг приказом командующего фронтом лейтенант Агарба одним из первых в полку был награжден орденом Красной Звезды. О подвигах героя можно говорить бесконечно.
27 июля, выполняя боевое задание ведущим группы из 6 Ил-62, он был сбит и получил осколочное ранение головы. Но оставаться в госпитале было не в характере отважного летчика. И выйдя на второй день из госпиталя, он с незарубцевавшимися ранами вернулся в свою часть. В сентябре 1943 года командование полка представило боевого летчика присвоению звания Герой Советского Союза. Киазым Агарба участвовал в боях на северо-западном, Сталинградском, Калининском, Западном и Втором Украинском фронтах. На своем штурмовике, который фашисты называли «Черная смерть», он совершил более сотни боевых вылетов. Подразделения под его командованием произвели более 300 вылетов. Было уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров гитлеровской Германии, более 59 танков и бронетранспортеров, более 30 складов боеприпасов, около 14 батарей минометов, полевой и зенитной артиллерии. Особенно успешно Киазым Агарба проявил себя при осуществлении Яско-Кишиневской операции, когда совершил 10 разведывательных полетов с задачей фотографирования возможных маршрутов продвижения вражеских танковых войск. «Летал, как Бог», сказал о нем его боевой друг. Мы сегодня заново открываем этого выдающегося абхаза и советского патриота. Пилот, командир звена, замкомандира эскадрильи, командир эскадрильи 568-го прославленного штурмового авиаполка. Мы по праву гордимся. Основание для этого мощное. Об этом говорили и писали в разное время его сослуживцы. Киазым Агарба был нашим знаменем. Слава его подвигах гремела в других полках и соединениях. Вы и весь абхазский народ может гордиться своим бесстрашным и мужественным братом и сыном. Его смерть для нас ошеломляющий удар. Не раз смотревшие в лицо смерти плакали. Говорится в письме командира части гвардии полковника Юмутова, адресованном брату Киазыма Назиму Агарба. За проявленное мужество и героизм в боях Киазым Агарба был награжден орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны первой степени. Дважды он представлялся к званию Герой Советского Союза. Однако звание Героя Советского Союза он так и не получил. Ходатайство первому секретарю Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузии от имени однополчан, офицеров, командиров советской армии поступали не раз. Вот что говорится в одном из них. В годы Великой Отечественной войны много товарищей погибло за нашу советскую родину, но среди них, как одну из ярких фигур, память хранит образ сына солнечной Абхазии Киазыма Агарба. Прошло 25 лет со дня гибели отважного сокола. При встрече однополчан первым вспоминается его имя. История несправедливо отнеслась к памяти о достойном сыне нашей Родины. Многие его боевые друзья после войны тоже добивались присвоения ему звания Героя Советского Союза. Они переживали за эту несправедливость. С этой болью ушли из жизни многие из них. Их отношение к нему при жизни и к его памяти после не переоценить. Для нормального человека такое отношение важнее любых наград. Он заслужил уважение, восторженность, любовь, мужскую солидарность. Каждый вылет Киазыма — это победа советского оружия, победа мужества и умения, отваги и стойкости, писала газета «Красный Абзык» 1 июля 1943 года. Сравниваешь его наградной лист с наградными листами многих героев Великой Отечественной войны и не понимаешь, как объяснить, почему так получилось, на каком уровне дали отбой. У войны свои скелеты в шкафу, свои интриги. Возможно, какие-то были квоты, в том числе и по национальному признаку. Вот скоро кончится война. Тогда я со своими товарищами приеду, а до этого подыщите хорошую невесту мне и устроите небольшую свадьбу. К сожалению, его желанию не суждено было сбыться. Он не вернулся.
В сентябре 1944 года Кязым Агарба возвращался с очередного задания, заметил большое скопление вражеской артиллерии и танков. Зная, что его ждет, он направил самолет прямо на врага и стал уничтожать фашистов. В этом бою штурмовик был подбит, вспыхнуло пламя. Последними словами, которые произнес герой Кязым Агарба, были «Прощайте за Родину». Ему было всего 28 лет. Гугу Цавардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Аджинч тулапи башра дудзахни газа яйра амша хатырза гудоут район брыбща кыта на район чибха казы цварейц лабра мёпсит. Арианы хархала дурхуита пснахада Аслан Бжения хапыза министр Александр Анукаб. Айц лабра куркунын танцамта шудах галуит яй вахдырра таракуркуна. Апсна район козигерчей пшочимчира района жги згварты та яйра амш аджинч тулапи башра дудза ан и тахаза и башсурих зала акала кечи гылу абаха ямца хрухарц яйт хпхадзара рацала ауапсыра. Район анапхгара ашкол хучка. Ашт корышта цара ашта химепгана митинг. Ваха юг кылоз езгвартон ай башра дудза ч фрхаца рылаз хазар. Пшваз апсна цейцвер хпхадзара ширацваз. Урт и рылаз рапсад гелабзия бария патриотизм анырра харцейт апснаджиш тулапи башра анха азгвартон и вколонитфажус. Ведь благодаря многим народам Советского Союза, благодаря их стойкости, силы духа, мы победили в той войне. В 1992-1993 году абхазский народ опять столкнулся с фашизмом. И как и в 1941-м, многие народы поддержали нас. Русские, армяне, осетины, кабардинцы, чеченцы, абазины и многие-многие другие. И мы победили в той войне. Сегодня на Донбассе опять фашизм хочет поднять свою голову. И наши братья воюют сегодня там. И обязательно победят. В честь этого праздника, 9 мая, мы собрались, чтобы почтить память тех людей, которые не вернулись с полей сражений, которые остались навсегда в наших сердцах. Жибжницкий бжеги. Язги рыбжа, ршепамамква, рнапамамква, рылатамква, и худой яй. Яха, очимчир район, хазднихало, абырк, айбишра, ини жекини жохбурзы, хазднихало, тхамад замква, абас рыпсаза рыпсахи. И шарчиц тохобрюк, яха, яха куршани хожбот, хачгунца, нахи, Украина ячагла, найбишри ячуб, убрахги, حاجة تخاني يا أرجع جوا أخا يا خبرة أي بشوا إيزن خز مشارككم كا أي رجعنا يخنهرت بساز عن شيء Гудоута акалек фырхаца чимя пысита яйра амша сгуатарез кыза усмепкытко. Анныха химия хыта зава апсыра чижнецы рымю хан акалек кагуны гылуа джиштулапи баширачи таха заебаш цвергуалар шарезку абакашка. Рыц хараси халаз гудоута района чи ветеран цварах пзапсыта на ян хазаджги дыхадзам. Ахаур таргуалар шараби пара курбачи ян ханы ихоп. Уй ус шаку арша хатвайт даша амтаны кипшимква ауахи рацваз. Агуалар шарат усмеп Капьяла ходна район Ханабхгара, Ауажлар, Апснихо, Урустула, Абишбаби, Арбаза, Ахатарникша, Ашкол Хучка. Дарам на Бакамца наш читра кочтарцит, Ейза Заяйра, Дуам Шридернехлит, Гудоута района Хадейна Панцакана Загдзо, Рауль Лолвей, Гудоута района Бырксферхила, Каханпевю, Уалико Габичи, Урустула Архутаква, Архатарнаки. 7000 человек нашего района ушли на войну, многие не вернулись. Наша главная задача – чтить память, чтить тех людей, которые воевали ради будущего, ради всех нас, ради нашего поколения. И мы не должны это забывать.
يسكن ديني تخنا بيوزن غشقاترا يقصاتي متشاي تسكنك أريوزي بشون الحقش ويشتك حسكبازك حقش وحاول الخبور يقوم الله أطورخ يزن خازن احكس تسكنك يبشتني خاني مباسو يخمرس بخوي بشامرس سكنك بخواه Лацараж Берзы Гагра и Дырыма солдати Бакамца нашт квештарци Тайбашир ветеранша района Хадара, Анаплакой, Гауспор такой архатарнакша, а школ Хучко, а студентша, а калекясастша. И из Зигейбашир Зхакус за зацейшер Гуала дрыфить минут к пьячом трала. А навис Хейчка на митинги, а нюхат Шаханысри, а гургераб концерты. Дорогие ветераны, уважаемые жители и гости города Гагра, поздравляю с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. С чувством глубокой благодарности мы преклоняемся перед подвигом тех, кто преградил путь фашизму в самой кровопролитной войне в истории человечества. Низкий поклон памяти тех, кто не вернулся с полей сражения. Низкий поклон тем, кто в суровые годы трудился в тылу, приближая победу. Народ Абхазии не остался в стороне. В годы войны более 50 тысяч жителей Абхазии принимали участие в Великой Отечественной войне. Почетное звание Герой Советского Союза удостоены 23 выходца из Абхазии. Мы горды мужеством, проявленным нашими старшими в годы войны. Память об этой победе будет для всех вечным примером, образцом мужества и стойкости. Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой. С праздником! Гагра района Хадара Гакалеке Инхо ветеранша Алексей Ягупа, Евдокия Котлярова, Ерубас, Мария Касалапова, Гаяйра Амш Рыдернехолит. Ирзигершит Хагуабзира Аугамч Ашук Сенцира Ратша. Ашткой Хапарат Хам такой Рнабуедркит. Спасибо вам за все. Это от администрации маленький подарок и поздравительное письмо. Спасибо. От администрации Гагарского района, от главы лично хочу поздравить с 79-й годовщиной Великой Победы, пожелать вам крепкого здоровья, Спасибо. Благополучия, вам, вашим родным, близким, всех благ. Тут вот поздравительная грамота от главы и небольшой презентик вам. Адиш тулапи башрачит хазар угалар шараха туризм ахуахими пусит акция псразкум архута. Уи эйчирка это Россотрудничестве Владислав Арзен боехц с хуай башрат фурхацара акция пшахункарат музей. Псразкума полк ари хажа хантоп айбашрадуд за фурхацша арлахенца яд халуп. Аяйра агара збзура хаз вахични афронтачи тахоз афашистша итқаны иргоз уртрахен бьеха Ранзеги з хабар майбищер галаршера анаунак запраза урт руатша арфотосахя рымана акция рачала дорхуит. Ахакуитер аштахны идырым а солдат ибахахынза инадзейт. Ажебжьяцлцойт шезина ханагуапха. Бессмертный полк – акция, без которой невозможно представить праздник 9 мая. Эмоциональный и трогательный момент. В руках участников портреты родных героев, кто всеми силами, как только мог, приближал великую победу. На передовой или в тылу был важен вклад каждого, неиссякающий поток людей, потомки тех, кто не дожил до этого дня, но так мечтал пройти в строю победителей. Дети, внуки, правнуки, даже самые юные участники шествия знают о подвигах фронтовиков. Нестору Адлиба 11 лет. В его руках портрет прадедушки Николая Ашхарова. Мой прадедушка ушел на фронт воевать за свою родину. Там было 100 с чем-то человек, когда начался бой. И они только 2 человек выжили. Прадедушку хотели расстрелять. Они подумали, что он был предателем. Один из врачей доказал, что он был на фронте и воевал за Отечество. С утра участники акции «Бессмертный полк» собирались на площади Свободы. Ожидая начала шествия, люди позвонили
поздравляли друг друга, фотографировались, рассказывали фронтовые истории своих дедушек и бабушек. Перед началом акции «Бессмертный полк» организаторы раздали участникам значки с георгиевской лентой. Затем все они выстроились в колонну и двинулись в путь. Полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально. Около 200 человек с фотографиями героев Великой Отечественной войны приняли участие в шествии Бессмертного полка от площади Свободы до памятника неизвестного солдата. У каждого в руках портреты родных, участников той страшной войны. Фотография моего дедушки Агрба Ивана Хакбуговича. Второй Белорусский фронт. Закончил он войну в Польше, вернулся в 1946 году. Ежегодно с первого дня, как начался Бессмертный полк, мы принимаем участие обязательно. Это наш долг перед ним. Лица героев на скромных фотографиях и больших портретах. Но главное в сердце каждого, кто помнит, гордится и передает эту память следующим поколениям. Для каждого участника шествия это личная память, личная победа. Лиана Цугба держит в руках портрет своего отца, Дмитрия Цугба. На фронт он ушел в 20 лет. Механиком-водителем танка. И во всех сражениях, которые значимые были в Великой Отечественной войне, он участвовал. Сталинградская битва, Курская дуга, освобождали они Освенцим, освобождали Одер-Нису. И, естественно, они зашли в Берлин. Оттуда он уже, вернулся домой, в свое село Баклановка. Награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, орденами славы 1 и 2 степени и множество других медалей. Акция «Бессмертный полк» стала неотъемлемой частью празднования. За каждым портретом история. Эти истории участники Бессмертного полка готовы пересказывать десятки раз и передавать будущим поколениям. Ведь каждый, кто сражался и погибал, верил, что его не забудут. Я представляю свою бабушку. Истории мне рассказали с самого детства. Это мой отец, моя бабушка, которая, к сожалению, бабушка ушла из жизни, но она всю свою жизнь, сколько я себя помню, это 19 лет, она мне рассказывала про то, как моя прабабушка, мой прадедушка воевали. С гордостью несу их фотографии каждый год. Варчичитико Матвеевич. В 1941 году ушел на войну, летчик-истребитель, закончил Краснодарскую школу летную. Затем война, погиб в Германии в 1945 году за месяц до войны. Статью я встретила, я искала вообще всех наших выходцев в Абхазии, погибших в войне, и статью нашла, как мне не хотелось на войну. И она говорит, что я о себе, да о себе, а я все читаю. Что я тебе? Да лучше я расскажу о своем командире. Это был Кварчичитико Матвеевич из Абхазии и так далее. Это первые 3 года я его искала, и вот в такой статье я его нашла. И она пишет, в каком был он, с кем дружил, с какими командующими он воевал. По генеральским фамилиям я легче было искать, где это 306-й был полк истребительный, где воевали. И так я его нашла вплоть до того, где он похоронен в Германии и так далее. Жизнь во время войны гораздо сложнее и запутаннее, чем любое кино. Здесь и чудесные спасения, и удивительные истории, и мистические совпадения. И самое главное – осознание того, что жизнь, она не где-то завтра, она здесь и сейчас. Потому что завтра может не быть. Многие так и остались без вести пропавшими в период Великой Отечественной войны. Это фотография моего дедушки-папы. Да, ему было где-то 22 года, он с первых дней войны как ушел, и никто не знает, пропал без вести. Он мой дядя, мамин родной брат, поехал в армию, бедный, служить в армию, и в Керчи застала война. И пропал без вести. Вот с тех пор ничего абсолютно не известно.
В каждой семье есть свой герой, которому мы говорим спасибо. Они всегда будут жить в наших сердцах, пока мы бережно храним фронтовые истории и фотографии, память о них. В колонне много молодежи и детей. Гордо и с достоинством они несут портреты героев. Мы не должны забывать тех, кто сражался за мирное будущее, говорят они. Празднование Дня Победы не просто получает новую форму, но и обретает совсем новое, важное для страны значение – рождение новой традиции, объединяющей все поколения. Жуков Федор Иванович. В России находился Красноярский край, село Тюхтет. Там родился, там вырос. И когда началась война, он оставил свою жену и 6 детей и ушел на фронт. Воевал во всех направлениях, работал шофером. Вернулся домой в 1945 году, также еще воевал в войне с Японией, награжден за отвагу и за взятие Японии. Хочу поздравить всех с великим праздником Победы. Пусть над нами будет всегда мирное небо. Это мой дедушка, его прадед Толочко Павел Иванович в составе своей дивизии танковой дошел до Берлина, встретил победу, был однажды ранен, но встретил победу в Берлине, вернулся домой, награжден орденом за боевые заслуги и еще многими орденами. В Абхазии акция «Бессмертный полк» проходит с 2015 года. Ее цель – сохранить память о подвигах героев Великой Отечественной войны. Хотелось бы отметить, что в этом году, в отличие от того, что в России, к сожалению, он проходит в режиме онлайн, да, то здесь мы проводим его в режиме офлайн, и как бы у людей есть возможность реально почтить память, проходя по бессмертным полкам и по столице. Организатором являемся мы и Музей боевой славы. Отрадно для нас, по крайней мере, то, что очень много еще и молодежи, потому что для молодежи, конечно же, это та ситуация, при которой позволяет им сохранить историческую память. Колонна бессмертного полка прошла по центральным улицам столицы до колоннады на набережной и направилась к могиле неизвестного солдата. Следует отметить, что по пути к акции продолжали присоединяться новые участники. Не забывай те грозные года, когда кипела волжская вода. Майский день наполняло ясное ощущение, что каждый не пронес портрет героя, а провел его родного через всю набережную, крепко держа за руку. Колесо истории словно повернулось вспять. Бессмертный полк прошел по Сухумской набережной вместе с живущими ныне, ради которых воевал. И напомнил всему миру – мы победили. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Германия, Берлин, Язгуартит, Яйра Амш. А Совете Ибачсфар мемориал Курхна Хашт Куштартит, Совет Хунткара, Хуанзапи, Республика Курц Хараш, Хартакой, Хаважлер, Рирхатарнакша. Республика Пснахцела, Хавгалар Шагат Ускуй, Берлин Ихо, Рыстула, Хац Хараш, Хартахна, Ичка, Азат Киллари, Дрылахон, Германия Ихо, Пснат, Пныкапе, Усквар, министр Рахатарнак, Хибла Амчпха. Дорогие соотечественники, прямо из сердца Берлина, мемориала советским воинам в Тиргартене, шлем наши сердечные поздравления с Днем Победы. Желаем мирного неба, всем крепкого здоровья и осуществления всех хороших, самых хороших планов внукам и правнукам тех, кто принес нам сегодняшний день. Итабуб Аяйраза, Лацарамза, Жберза, Хапой, Гулрыбши, Рыбжара и Ичкан, Маланукола, Анукора. Один штула пейбаш редут за Ан и Тахаз Ругала Шарезгана. А усмебга пейчкан, Владиславар, Знабаихцизху, Айбашрат Фырхацара, Ахцепша музеи, Россотрудничестве и Хахуа Акалаки, Гулрыбш, а районы Рахадаракой, а Юницка Пеусква, Русберты, Триатлонга Федерации, а спортклуб Апсны Рыбзаурала. А Жбжат Слцоит Ульяна Рожкова. С праздником Великой Победы! Ежегодно велопробег «Спасибо за победу» проводится в Абхазии, так как молодое, так и взрослое поколение почтят память героев, павших за победу Родины.
В такой праздничный и солнечный день участники велопробега оживленно готовятся к старту. Велопробег «Спасибо за победу» проводится в Абхазии уже 11-й год подряд и стал доброй традицией. Цель акции – увековечивание памяти погибших защитников Отечества и пропаганда здорового образа жизни. Путь велосипедистов лежит от Сухума до Гулырыпша и обратно. В этом году участники стартовали от Музея боевой славы имени Владислава Ардзинба. Нас, как всегда, поддерживает и Федерация триатлона, и администрация города Сухум, города Гулырыпш. В этом году к этой акции присоединился, не просто присоединился, а ее возглавил Государственный музей боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзинба и молодежное велосообщество «Райдбайк Апсны». Никогда не считаем участников, да, но обычно это 30-40 человек. Самый большой велопробег был на 75-летие Победы, было больше 80, но очень тяжело вести велоколонну, обеспечив безопасность всем участникам. А вот 30-40 это оптимально. Нас сопровождают опытные сотрудники ГАИ, которые уже не раз знают, как вести лучше и безопасно. Маршрут пробега привычный, устоявшийся за 11 лет проведения акции. От Музея боевой славы участники направились в село Агудзера, к братской могиле погибших героев в Великой Отечественной войне. Затем прошло возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Все участники двигались в спокойном темпе, соблюдали правила дорожного движения и нормы безопасности. В акции принимали участие как именитые спортсмены, так и любители, для которых велосипед – это увлечение и здоровый образ жизни. На самом деле в этом велопробеге может поучаствовать любой желающий. Не обязательно иметь опыт большой, потому что колонна движется медленно, спокойно, никто никого не обгоняет. Обязательно есть сопровождение, спереди, сзади едут сотрудники милиции, нас сопровождают. Поэтому это такое хорошее праздничное мероприятие, где мы отдаем дань памяти защитникам Кавказа, всем тем, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Поэтому, конечно же, мы стараемся привлекать и детей. Тут целые семьи приходят на это мероприятие. Музей боевой славы принимает участие в акции впервые. Герой Абхазии, директор музея Мзиябея, признается, что радостные лица участников и их эмоции так и тянут присоединиться к велопробегу. Подвиг советских воинов бессмертен, и всегда нужно помнить об этом. Мы очень рады этому событию. Мы гордимся тем, что это замечательное традиционное мероприятие проходит именно под нашей эгидой, под эгидой музея. Надеемся, что мы будем это каждый год проводить. И мы договорились, что этот же велопробег будем проводить и в дни наших праздников, в день нашей победы. Это замечательная традиция, красивая, великолепная. Вот жалко, что я не езжу, не умею, а то бы я бы тоже поехала бы вместе с ними. Завершился велопробег возложением цветов к памятнику неизвестному солдату в Сухуме. Сберегая память о тех, кто сражался за победу и отдал свои жизни за мирное небо над головой, каждый из нас вносит вклад в сохранение истории. Ульяна Рожкова, Инна Гвинджия, Абхазское телевидение. Апснаюнец хапеус квар-министр генерал-майор Роберт Киут, ветеран Анна Панасенко аяйра дудза амшладины улит. Ашткуи аппарат хамти гылнапаиркит. К этой встрече министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут готовился с особым трепетом. В этом году ему предстояло поздравить с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Анну Николаевну Панасенко, которая 30 лет проработала в органах внутренних дел. Ее личное дело по сей день хранится в архиве ведомства. Своей коллеге генерал-майор Киут преподнес букет роз. Он также преподнес ветерану памятный сувенир и денежный подарок. Мы вас поздравляем. Спасибо большое. Спасибо. Вам огромное спасибо. Это от руководства страны. Тоже здесь небольшой конвертик такой, и подарочки наши. Я в первую очередь хотел бы от лица министерства в целом поздравить вас с этой великой победой, 79-й годовщиной. Поблагодарить за то, что было вами сделано в свое время. Очень внимательно изучил ваше личное дело. Очень, так знаете, скажу вам, серьезный послужной список. 36 лет работы в органах внутренних дел, НКВД и все остальное. Такие слова, аббревиатуры, которые очень-очень так
И интересно, скажем, дают нам понимать, что вы серьезную жизнь прожили. И, знаете, ознакомившись с вашим личным делом, у меня посетила такая мысль. Вы, наверное, знаете очень-очень много по истории МВД и, как говорится, вообще всех тех процессах, которые проходили. Так как у вас большой стаж работы в судах, это очень достойно. Вам в этом году, как насколько я знаю, будет уже 100 лет. И дай Бог, я вам хочу пожелать в первую очередь крепкого здоровья, бодрости духа и, соответственно, чтобы мы имели возможность, когда нам будет 100 лет, также приходить к вам сюда, да, и поздравлять вас с этим замечательным праздником. Ведь Великая Победа и фашизм, с которым вы боролись, это для нас очень важное, я считаю, событие, которое было совершено во благо мира и благополучия. Но сегодня обратно видите, какая ситуация. Фашизм снова начал поднимать голову. На смену уже вам пришли наши молодые ребята, которые также достойно защищают нашу Родину. Будьте здоровы, будьте счастливы. Анна Николаевна Панасенко, ветеран Великой Отечественной войны, родилась в 1924 году на Алтае. В органах внутренних дел работала с 1950 по 1986 год. Служила в министерстве в финансовом подразделении. Награждена медалью за победу в Великой Отечественной войне. За активное участие в укреплении помощи Красной Армии, за безупречную службу и за проявление высокой бдительности ей неоднократно была объявлена благодарность. Анна Николаевна награждена почетной грамотой МВД. Чтобы держали руль в руках, чтобы думали о защите своей земли, своей республики, всех, семью свою, знать, что у меня дети, за них нужно бороться, чтобы надежда есть надежда, но когда сам за себя еще борется, это еще лучше. Да? От души желаю, как желала будущему свою хорошо всего, так вашему будущему и будущего вашего, им будущего, чтобы знали, что надо жить прежде всего и верить в свою жизнь, в свою республику, в свою молодежь, быть надежным защитником. Вот это я от души желаю. Спасибо, спасибо. Молодежи и будущему Абхазии. От души желаю. Ветеран поблагодарила Роберта Кьют за оказанное внимание, пожелав ему профессиональных успехов в будущем. Анна Николаевна в своем напутственном слове завещала хранить и беречь самое главное – мир, который, к большому сожалению, сегодня так хрупок. Аҟәа амшын аԥшаҳәаҿы аныҳәа мҩаԥысит. Аспорттәи ицлабрақәа, аибашьратә ашәҟәқәа уҳәа аныҳәа ахьазгәоуҭаша аҭыԥқәа рацәан. Ауаа ргәалаҟазаара зеиԥшраз атәы ҳкорреспондентцәа ранҵамҭаҿы. Аиааира аныҳәа амш аҽны аԥшаҳәаҿы даҽаамҭанык еиԥшымкәа ауаа рацәан. Урҭ зегь хымԥада аиааира аныҳәа еизнагеит. Ирзыԥшызгьы рацәан. Аныҳәатә гәалаҟазаара аҳрахьауаз аҭыԥқәа руакын астолтә бкьатымпыли ашашкақәа ишахматқәа ирызкны иҟаҵаз аҭыԥқәа рҿы. Агәаҳәара азырԥшыз ахәмарра рҽазыршәеит. Шашкақәа бзиа дара избоит ахәмарра. Сара сгәы иҭоуп исиааирц. Крыҵуама шәыхәмаруашь? Ахәмарра хавагеишьҭ минутки ицоит. Сыцхәмарут саԥхьа итәоу аҷкәын. Бзиоуп иарбану ашахматқәа ракәу ашашкақәа ракәу? Иаҳа ашашкақәа бзиа избоит. Уара узыхәмаруа уҩыза иоума? Иара сҩыза иоуп, ара данысба уахь хәмарԥ сиасҳәеит. Хаҭала астолтә бкьатымпыл иазҿлымҳау иоуп Сандро Хахубиа. Иара еиҵбацәоу аҭыԥ рыҭаны агәаран аанкыланы абкьатымпыл асра иҽазирхион. Абра сҩызеи сареи ҳшыгәляиуаз иаҳбеит нас аҷкәынцәа шыхәмаруа. Ҳааит арахь ҳахәмарырц азыҳәан. Ишәасҳәоит ашколан ҳахәмаруан, абаҩрҵәыра ианҳамаз. Насгьы школтә аицлабрақәа ныҟаз Чымчыра араионан убрагь ҳахәмаруан, седро ҭыԥқәак аанаҳкылон, иҳаушаз иаҳҵон.
Убасгьы аспорт аицлабра ахьеиҿкааз иацәыхарамкәа Аҟәа ақалақь иаҵанакуа ахәыҷтәы сахьаҭыхратә школ рааӡаҩцәа рҭахымҭақәа цәырган. Изызҳауа аҿар русумҭақәа ииасуаз ауаа инадгыланы иахәаԥшуан. Урҭ аусумҭақәа ахәыҷқәа ишыртәу анеилыркаауаз иаҳагьы гәахәо рыла иазхьаԥшуан. Заарықәыр маҷ рҭыхра бзиа убарҭоуп. Арҭ ак шыҵу дыртәу иауп. Ицқьаны иааҵоуп, ицқьаны ихааӡа угәы иахәартә иауп. Иқәра маҷ иахьҭихыз ак шыҵу дырдоуп, ак шылҵу. Абас еиԥш алшара змоу ахәыҷқәа енагь амҩа рыҭалатәуп. Абарҭ аҿар иахьа иаабо абарҭ абри зегь ҟазҵо рынасыԥ раԥхьаҟа ишдухо еилкаауп иаразнак сахьаҭыхрала. Аҟәа ақалақь иаҵанакуа ахәыҷтәы сахьаҭыхратә школ русумҭақәа рҿы иаарԥшын аԥсуа иашҭадара рыблала ишырбо, убасгьы ҳтәыла аԥсабара иаҭыԥ ԥшӡарақәа ҩышәыгала иадырԥшит. Иахьатәи аныҳәа есымша ҳхы алаҳархоит, ҵыԥхамна драмтеатр азааигәара убра иҳаман аҭыԥ сынтәа нас ишыжәбо еиԥш абра Колонада ацентр аҟны аҭыԥ ҳазылырхит, абра аҵаҩцәа иҳамоу абри амольбертқәа рыла абра иажәа инареиҳаны аусумҭақәа абра иҽыраҳгеит. Избогьы даара ахәшьара бзиа ақәырҵоит, ахәыҷқәа ишыртәу убарҭоуп, зегьы рыхьӡ рыжәла аҵаҩуп, рышықәс аҵаҩуп. Анаҩс агәырӷьаратә ныҳәа иацҵауа иааира ду ҳәа хьӡыс ишьҭнахыз ахәылԥаз мҩаԥган Самсон Ҷанба ихьӡху адрама театр аԥхьа. Аныҳәатә программа шалагаз заҳаз ауаа иаҳа-иаҳа асценахь рҿынархон. Аибашьра ду иалиааз ашәақәа ықәыҩуан Аҟәатәи амшын аԥшаҳәа. Ҳтәыла ауааԥсыра реиԥш ахәылԥаз бжьы рмыжьит арҭ амшқәа рзы Аԥсны иаҭааны иҟоу аԥшьаҩцәагьы. Я приехал к вам с семейством из Москвы. Вот, приехали вчера. Попали на праздник 9 мая, День Победы. Нам все нравится, хорошо. Мы вот уже, видите, с символикой находимся. Смотрели парад. Ну а сейчас смотрим концерт. Есышықәса риамш аҽны Аҟәа ақалақь ахадара руаажәлар рзы ргәы иақәшәаша ныҳәатә программа рзеиҿыркаауеит. Ахәылԥаз аҿы иқәгылеит арҿиаратә коллективқәа, ашәаҳәаҩцәа, акәашатә ансамбльқәа. Убас маи жәба аҽны агәалаҟазара змаз зегьы рзы аныҳәа гәырӷьахәны имҩаԥысит. Нала Чхинџьиреиԥҳа, Заур Кәарҷиа, Аԥсуа телехәаԥшра. Аиааира ду амш ныҳәа аҽнытәи ахаҿсахьақәа. Абас ахьӡ аҳҵеит уажәы ишәыдаҳгалоу авидеонҵамҭа. Аиааира Баушпаха развара, лаҿанаҵыхтәан иԥырӷәышәабалара. Иццышәазамҩа аҳаныс ҳазхәыцуа ҳеиԥш, ишҳалшоз иааскьаҳгон ари амш. Абри аиааирамш былфҩыла еибаргуп, ари аныҳәа зашлара иатәуп, ари Сарада џырраҭон, лацәеи шьхамца ҳаҳтәыла дуӡӡақәон. Иахьеи-уахеи иазкын уи аибашьра амч, ишҳалшоз иааскьаҳгон ари амш. Абри аиааирамш былфҩыла еибаргуп, ари аныҳәа зашлара иатәуп, ари Гургалай тут, аиааирамш, аиааирамш, аиааирамш.
Самшыбзия, зиг хахнум витайб гано, шири цацакс нелаландас шапкахно. Европа абжа, адуней бжахаб ситмямш, ишхалшос ясях коннарьямш, абрияяйрамш, волфюла и барду, арианаха, зашла на ятуб, ария гурга, адерс гурга на лайту. Сарада джиратон, лацвейш хамца ладут закон. Ехей вахей, ясконуяй башрамш, ишал шоз яскях гонарьямш, абрияйрамш, волфюла и барду, арианаха, зашла на яту, ария гурга. Гурга на лайту, ай-яй-рамш, ай-яй-рамш, Самшыбзия, зиг хахнум витайб гано, шири цацакс нелаландас шапкахно. Европа абжа, адуней бжахаб ситмямш, ишхалшос ясях коннарьямш, абрияяйрамш, волфюла и барду, арианаха, зашла на ятуб, ария гурга, адерс гурга на лайту. Ай-яй-рамш, 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 ария-яй-рамш, волфюла. حتجم تأخر وشمت أزح كليجا هفينا جيب حيحلر درويت هامش سيب شخو. Хлопзиука телехопшца обшарам шкорза амша таглазаща нырра ана талойта хауку хвара харака уе обзораны амшко тышынтала хомчур пшылат пе хаватракыр общинуша процент арқанзейнадзуит а хауку хвара хараку попшала сройбах по метр қанзейнадзуит и харадза кашахечна гагра ехацана кочынла жипшпа охынла жав градус арқанза тыпко карто аквалыр алшит анаюс амшелгойт пицунда чынла жиба охынла жав градус арқанзей пхара
ԥхарахоит ҭыԥқәак рҿы аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом. Гәдоуҭа ҳаугәаҭеицәа излаарыцҳауала аҽынла жәыхԥа градус рҟынӡа иԥхарахоит, уахынла жәохә градус ыҟоуп, ҭыԥқәак рҿы аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом. Афон ҿыц иахьаҵанакуа аҽынла жәыҩба градус рҟынӡа, уахынла жәиԥшь градус ыҟоуп, амш бзиоуп, аԥшаласрагьы маншәалоуп, ҩба хԥа метр рҟынӡа инаӡоит. Очамчыра аҽынла ҩажәа градус рҟынӡа, уахынла жәохә градус ыҟоуп, ҭыԥқәак рҿы аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом. Аҳаугәаҭеицәа излаарыцҳауала Гәылрыԥшь иахьаҵанакуа аҽынла ҩажәика, уахынла жәохә градус рҟынӡа, ҭыԥқәак рҿы аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом. Тҟәарчал иахьаҵанакуа аҽынла зеиԥш градус рҟынӡа, уахынла жәохә градус ыҟоуп, аамҭа-амҭала аԥсҭҳәақәа хыларгьы зегь реиҳа ихадоу, ақәа леиҵом. Гал ҽынла зеиԥш, уахынла жәаф градус рҟынӡа, аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом, аԥшаласрагьы маншәалоуп, ҩба хԥа метр рҟынӡа. Риҵа ҽынла зеиԥш, уахынла жәохә градус рҟынӡа, ҭыԥқәак рҿы аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәагьы леиуеит, анаҩс амш еилгоит. Ԥсҳәы ҽынла жәа, уахынла жәаха градус рҟынӡа, аамҭа-амҭала аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом. Аҳҭнықалақь Аҟәа ҽынла жәиԥшьба, уахынла жәаф градус рҟынӡа, ҭыԥқәак рҿы аԥсҭҳәақәа хылоит, ақәа леиҵом. Аԥшаласра маншәалоуп, хԥа-хәба метр рҟынӡа инаӡоит, бжьаратә уаҳахәаԥшуазар аметрак рҟынӡа. Амшынӡа аҟәандара жәаф градус ыҟоуп, ацәқәырԥара аҳаракыра жәохәба сантиметр. Абри ауп иахьазы ҩаԥхьа ҳаиқәшәара аҟынӡа абзиараз. Абри ала ихырԥшуп аинформациа адырраҭара амш еиқәшара ҳаҭыжьымҭа ҷыда. Абзиараз.